В последнее время часть общества обсуждает старые кадры, сохранившие свои кресла, или возвращение на должности бывших кадров. Другая часть критикует назначение на должности молодых и неопытных. Ситуация, конечно, очень сложная. Сегодня назначенными кадрами народ недоволен. Мы все это видим и слышим. Сегодня люди уже начали отличать черное от белого. Ведь у всех была большая надежда, что с приходом новой власти, новых лиц, жизнь населения изменится в лучшую сторону. На данный момент исполняющий обязанности президента премьер-министр Джапаров в очень неловком положении. Активные граждане, позиционирующие себя сторонниками Садыра Джапарова во время недавно прошедших массовых беспорядков, сейчас просят дать должность, отмечают эксперты. По моему мнению, Садыр Джапаров должен в срочном порядке сделать прорыв в кадровых назначениях на конкурсной основе. Вот тогда будет все прозрачно. Например, в Америке и других развитых странах так и проходит. И мы должны перенять такой опыт у них. Сейчас назначение совершается с учетом предложений политических сил. Через 2-3 месяца произойдет перестановка кадров через конкурс. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Джапаров на заседании правительства 29 октября. Ко мне ежедневно приходят люди, считающие себя достойными той или иной должности. Мы постарались назначить на многие посты молодежь. Есть недостатки в кадровых назначениях, вы все это понимаете. Разные политические силы просят дать им должности. Это временно. Через 2-3 месяца будут проведены реформы. И я обещаю, что людей будут принимать на должности на конкурсной основе. По каждой отрасли будут созданы рабочие группы, в состав которых войдут эксперты, хорошо разбирающиеся в экономике и технологиях, не замешанные в коррупции молодые специалисты. По словам недавно назначенного директора Государственной кадровой службы, эта комиссия и рабочие группы будут работать над реформированием и оптимизацией государственных органов, рассмотрят вопросы правильного распределения обязанностей и штатной численности в министерствах и ведомствах. Мы на течение прошлой недели очень критически проанализировали положение дел во всей системе. В том числе мы проанализировали имеющиеся законы, законодательства, другие нормативно-правовые акты. Да. Нами были подготовлены ряд предложений, в том числе и некоторые проекты законов, проекты постановления правительства. Мы хотим изменить систему назначения вот вышеуказанной категории должностей. Есть много вопросов, которые задаются эксперты и политологи не только в нашей стране. Такими же вопросами задаются и государственные чиновники соседних стран. Поэтому в какой результат выльется текущая политическая напряженность, пока никто не знает, отмечают специалисты. Азамат Кенжешев, Тынчтык Кольбаев, Нью ТВ.